Кейінгі сөз Нурбаев Абдувахап Мамадрасуловичте. Олег Михайлович, эти деньги в бюджет не попадает, а около от 1 до 2 миллиардов сомов. Ну, попадает в какую-то фирму. Здесь есть какие-то интересы. Вот в соцсетях есть информация, что страхование обычно контролирует ОПГ. Вот это на вашу реплику. Еще мой вопрос. Вы говорите, с каждого дома в месяц будет платить, кажется, 50 сомов, да? Но для этого надо сделать проектно-семейную документацию. Сейчас у нас в селах на 90% в домах нет проектов. Как они будут страховаться? Кто это будет платить? За счет кого будет вот проектно-семейную документацию делать? Значит, по поводу того, куда будут попадать эти деньги, на сегодняшний день четко расписаны, как эти деньги будут распределяться. Там будет создаваться в том числе гарантийный фонд для того, чтобы, если вдруг виновник неизвестен, либо там компания обанкротилась, они могли выплатить пострадавшим определенные платежи. Но самое главное, то есть опять же, общемировая практика, деньги, которые собирают страховые компании, они их размещают, да, покупают долговые бумаги государства, размещают путем применения других финансовых институтов. Таким образом, эти деньги попадают в экономику страны и начинают работать на развитие страны. Поэтому о том, что там какие-то ОПГ или кто-то заинтересован, это абсолютно недостоверная информация. А насчет вот этого проектно-семейной документации вот в сельских местах кто будет делать? Ну, значит, в данном случае страхование жилья никак не увязывается ни с объемом жилого помещения, там, ни иными как бы его характеристиками. Просто идет разделение суммы страхования в сельской местности и сумма страхования в городской местности. Она унифицированная для всех. Поэтому тут как бы наличие этих документов, ну, только может быть проблема, я сейчас не готов ответить, надо уточнить. Наличие правоудостоверяющего документа может быть, наверное, проблемой для страхования. В остальном как бы я проблем не вижу. Я вот и говорю, без проекта как будет страховаться? Стоимость жилья там они могут вычислить? Стоимость жилья никоим образом не влияет на сумму страхования. Страхование унифицированное для всех владельцев и меняется только в зависимости, это в городской местности или в сельской. Значит, вы утверждаете, что без проекта домов можно страховать, да? Утверждаю, что никак не зависит сумма страхования от того, есть у него проект или нет, какой у него площадь и так далее, сколько этажей. Нет, я вам такой вопрос даю. Без проекта дома можно страховать? Без проекта можно. Я не готов ответить, можно ли страховать без наличия не проектного, это правоустанавливающего документа. Значит, вы сами толком еще не понимаете вот в этом вопросе. Насчет страхования авто. Сейчас вот Аида Жеңишбековна очень правильно сказала. Азыр мына кризис келетет, элдин кыжыгына тийип атасыздар. Өкмөт өзүңөр инициатива алып, буну алдын ала токтотуш керек болчу. Мына март-апрель айында элдин колунан акча качат. Мурункудай акча келбей атат. Азыр күзүндө саткан дыйкандар акчасын уже коротту. Мал арык. Акча жок малын анан кийин машинаны кылабыз дегендер, бул өтө туура эмес. Силер өзүңөр элди ойлоп туруп, алдын алып буну токтотушуңар керек, инициативаны алып. Ну, в данном случае мы согласны и предлагаем механизм решения этого вопроса. То есть не вводить прямо сейчас, а сделать поэтапное введение.